выступить сейчас Мурата Магомедовича Зязикова и Ильяса Магомед-Саламовича Умаханова. Поэтому, Мурат Магомедович, давайте с вас. Спасибо, Сергей Алимович. Уважаемый Сергей Алимович, уважаемые коллеги, убежден, что сегодня начат очень нужный, важный и конструктивный разговор, направленный на гармонизацию этноконфессиональных отношений, предотвращение и профилактику конфликтной ситуации. Считаю, что сегодня это знаковое событие, и наша сегодняшняя встреча, она очень актуальна. В условиях, когда идут новые вызовы, в условиях, когда идет переоценка ценностей, в условиях, когда идет смена религиозных поколений, молодежных поколений. Поэтому это очень важный сегодня разговор. И хочу, пользуясь такой возможностью, потому что мы шли очень долго к этому разговору. Я вам могу сказать, где-то лет 15, наверное, я слышал об этой теме. Говорили, что нужно вот создать этот Кавказский клуб, вот встречаться вот именно в таком формате, в каком сегодня. Хочу признательность выразить полномочному представителю Северо-Кавказскому Сергею Ильичу вам за ту организацию данной работы. Мы имеем все основания говорить о российском народе как о единой нации. Наши предки очень много сделали для того, чтобы мы именно себя чувствовали именно вот это единство. Это наша историческая, наша сегодняшняя реальность, поэтому мы сегодня находимся в этой аудитории. Создание Московского Кавказского клуба и ранее, как я уже сказал, обсуждалось, но только сейчас, спустя долгие годы, состоится этот важный разговор. Это не кавказское, не узкотематическое мероприятие, это готовность к диалогу с учетом того, что Кавказ неразрывно связан с Россией. А создание клуба формирует дополнительные условия, подтверждающие наше единство и многообразие, делает нас сильнее, воспитывает молодежь на примере толерантности и взаимного уважения. Здесь собрались вот в этой аудитории известные общественные деятели, политики, эксперты, ученые, государственные деятели, молодежь. Это мы очень часто говорим во всех практически научно-практических конференциях, встречах, на советах. Мы говорим, что вот про национальную идею. Вот она и есть национальная идея. Россия, она была и есть многонациональной, многоконфессиональной, многодетной, многокультурной и многообразной. И поэтому мы вот сегодня, наша сегодняшняя беседа, она, конечно, говорит о том, что вот эта встреча, она давно назрела. Хочу вам сказать, что вот Центральный федеральный округ готов к совместной с вами работе и поддержке ваших всех инициатив. И хотел бы немножко, чтобы мы пошире рассматривали не Москву, не Московскую область, а вот Центральный федеральный округ. У нас 18 субъектов, и ни для кого не секрет, что Центральный федеральный округ, это, как и все остальные, это и государствообразующий, культурообразующий, народообразующий округ, который сегодня тоже готов совместно работать со всеми, кто заинтересован. У нас общие цели, общая работа направлена на укрепление единства нашей страны. Ну и хотел вспомнить слова нашего общенационального лидера Владимира Владимировича Путина, привести вот их. Никто не имеет права ставить национальные и религиозные особенности выше законов государства. Однако при этом сами законы государства должны учитывать национальные и религиозные особенности. Ни вера, ни национальность не должна разделять народы России, граждан России. Как я уже сказал, что идет переоценка ценностей, и должно все-таки у молодежи быть, и от вас очень многое зависит, от нас с вами очень многое зависит. Пожалуй, нет человека, который бы не испытывал бы чувство любви, привязанности к земле дедов, прадедов, к своей культуре. Она самобытна, оригинальна, уникальна культура. Но сегодня общенациональная гордость, она шире и глубже естественных чувств, очерченных какой-то одной национальности. И поэтому вот это воспитание, конечно, оно очень важно сегодня. Это вот рассказывать молодежи, начиная вот с дошкольного, школьного, вузовского, и тем более находясь в субъектах Российской Федерации, где сегодня люди учатся. То есть наш общий такой долг, конечно, это Россия, наш общий дом. Вот такой подход. И хочу еще раз подчеркнуть, что Центральный федеральный округ готов к сотрудничеству. Сергей Алексеевич, спасибо вам большое. Спасибо, Марат Николаевич. Мы с Александром Ильичем тоже говорили об этом, и он тоже нас в этом плане поддержал. С нашей площадки можете располагать. Спасибо.
Спасибо. Илья Смоленцович, я хотел бы вас... Спасибо, Сергей Олегович. Только заместителя председателя Сайта Федерации, но и человека, который уже многие Лицо годы Кавказской в национальности. Москве живет. Да.